Троицко-Печорске активно функционирует школа профилактики гиподинамии. Организованная в рамках проекта «Движение – это жизнь», она объединяет несколько десятков человек, желающих укрепить здоровье через повышение физической активности. Основа – скандинавская ходьба. Занятия на свежем воздухе организует Татьяна Алексеева, медик с 40-летним стажем. Евгения Кладкевич присоединилась к группе спортсменов-любителей. Наклоны влево, вправо, суставная гимнастика и даже упражнения для улучшения зрения. Профилактика гиподинамии, проще говоря, недостатка физической активности, в Троицко-Печорске впредь явление регулярное. Занятия на открытом воздухе проводит Татьяна Алексеева, инструктор ЛФК и массажист. Стаж работы в районной больнице почти 40 лет. Подход к организации такой вот физкультуры строго позитивный. Почему решили пойти? Потому что дело в том, что третий возраст, начали болячки разные, поэтому надо беречь свое здоровье. Пригласила нас Татьяна Яковлевна, и мы пришли вот на занятия. В руках палки для скандинавской ходьбы – обязательный элемент каждого занятия. Первая часть – гимнастика. Резвым голосом Татьяна задает счет, не забывая подбадривать и мотивировать спортсменов-любителей. За получасом интенсивных упражнений следует скандинавская ходьба. Дистанцию выбирает каждый самостоятельно. Я жила раньше в Комсомольске, мы занимались, ходили с палками. У нас при Доме культуры был свой клуб здоровья, мы там занимались аэробикой. А теперь вот после переезда в Троицко-Печорск здесь тоже занимаюсь, с палками ходим. Когда 7, когда 5,5, когда как себя чувствуем, как от погоды. Сейчас скользко, тяжело, так поменьше, но 5 километров стабильно утром. Занятия на улице организуются принципиально. Свежий воздух – своеобразный витамин для нашего тела. К слову, возраст участников группы не ограничен. Заниматься приходят как пенсионеры, так и совсем еще малыши. До этого спорт вообще был в вашей жизни? Конечно, я еще на фитнес хожу. Я иногда тоже дома вообще делаю спорт, но иногда мы забываем, уже целый день не делаем. Любовь к здоровому образу жизни Татьяна прививает на собственном примере. Вот уже 40 лет ни один день у нее не обходится без зарядки и правильного питания. На предложение пройти обучение основам техники скандинавской ходьбы согласилась сразу. В марте 2019-го в рамках проекта «Движение – это жизнь» победителя президентских грантов в Ухте были организованы курсы по подготовке инструкторов по скандинавской ходьбе. Пройдя там обучение, школу профилактики на базе ЦРБ открыла сразу по приезде. Многие думают, что для скандинавской ходьбы можно использовать обычные лыжные палки. Однако это не так. Между ними есть много различий. И самое главное, пожалуй, это то, что палки для скандинавской ходьбы можно отрегулировать в соответствии с вашим ростом. Татьяна Яковлевна, расскажите, пожалуйста, как вообще работать с палками для скандинавской ходьбы, потому что я, как неопытный ходок, так скажем, не совсем понимаю, как же синхронизируются руки и ноги во время занятия. Так, во-первых, наверное, какие палки должны быть, да? То есть рост умножается на 0,66. Вот это будет ваша длина палок. А дальше левая рука, правая нога. И главное, делая шаг, отводите руку максимально назад. Занятия по скандинавской ходьбе задействуют все группы мышц. Полезно это не только для здоровья, но еще и для фигуры. Пару недель и ваши формы заметно подтянутся. Работает больше сарафанное радио. Вот хорошо проводятся занятия, давайте приходите. Вот начинали, было, наверное, 5 человек, потом 10, 15, уже до 20 человек доходим. Мы очень мало двигаемся. То есть у нас сидячий образ жизни, мы больше любим телевизор посмотреть, любим почитать, любим в компьютере поиграть, любим по телефону. Вот это, а надо людей вытаскивать, именно работать над мышцами. Движение – это жизнь. Проект «Движение – это жизнь» реализуется в Коми с 2018-го. В рамках него квалификацию инструкторов по скандинавской ходьбе получили больше 30 специалистов из разных муниципалитетов. Главная цель школ – профилактики гиподинамии, формирование ЗОЖ и снижение хронических заболеваний через повышение двигательной активности. Особых затрат, кроме как на палки, такой спорт не требует, поэтому заниматься им рекомендовано каждому. Евгения Кладкевич, Олег Костромин, телеканал Юрган, Троицко-Печорск.